Так, ну чё, спускаемся вниз в поселок. Забыл, как он только называется, этот поселок. Подгорное или как-то так. О, Трясогузка. Солнце уже садится. 8 часов. Ю-ху. Блин, солнце светит. А, вот так видно, да, если чуть-чуть наклонить шлем. Так, где тут наш спуск? Дальше чуть. Прохладненько сейчас уже. Под вечер становится. В одной футболке, может, даже сейчас оденем кофтечку. Вот он наш спуск. Фух. Спуск в поселок. Да, надо завтра не забыть еще кассету, колесо снять, подтянуть кассету, бо что-то кассета телепается. У меня стояли колодки четырехпоршневые, дорогие. Пара стоит 6 тысяч, но их хватает, грубо говоря, на месяц при постоянном катании. Ну, то есть вот в течение месяца ты чуть ли не каждый день катаешься, и хватает на месяц. А это поставил чуть дешевле, по 1500 каждая. Ну, то есть пара 3000 на одно колесо колодки. Но может и хватит, да, меньше. Там вот эти, которые за 6 тысяч, они с радиатором, они вообще там, ну, то есть на месяц это вообще шик. Ну и они такие мощные. Вообще прям мне понравились. Я вот задние уже стер. Но сейчас решил поставить такие чуть дешевле. Но у меня есть. Я себе еще купил. Которые вот эти по 6 тысяч. По-моему, если я не ошибаюсь, у Shimano они самые дорогие. Или предпоследние. Или предпоследние. Надо посмотреть, как этот поселок называется. Я их все время путаю. Подгорная, а есть как-то еще. Ну, вроде вот это подгорная. Сейчас мы вот выезжаем в поселок.
этот. Вроде вот это поселок Подгорное. Ой, на что-то наехал. Собачки маленькие бегают. Привет. Фух. Так, нам здесь направо надо. Выехать на трассу. Так, время 10 минут уже. Коровка пасется. О! И здесь коровка смотрит. Топчется. Думает, что ты тут ездишь по моим полям. Так. Едет машина. Не едет машина. Все, на трассу выехали. Едем в Коктебель. Обгонял, придурок. Не видел, что я еду или что. Наверное, не видел ни хера. Козел. Надо было ему
посигналить. У меня есть такой сигнал мощный. Можно где-то включить его сейчас. Он у меня такой затяжной. Такой. Притопим сейчас хорошенечко. Идем. Хорошая скорость. Стоит камера. Сколько там? Ограничение сколько? 50 или сколько? Мы идем 40. Нет, тут, наверное, не 50, тут где-то 70, 80, где-то так. Мы не превышаем, мы 40 идем. Красота! Что-то будут строить, что-то щебня навезли. Страна Коктебель. Добро пожаловать. Ха.
39. 40 на подъем идем. Ха-ха. Нормально. Хорошо. Коктевель. Коктевиль. Поехали. Время 20 минут уже. Разогнались. Аквапарк Коктебель. Гостиницы строят. Ремонт какой-то. На велике кто-то едет. Фу, хорошо. Вот это притопили. Сорок. Ого. Сейчас будем поворачивать. Дурачок. А нам где же поворачивать? Все, сейчас прокатимся по набережной и поедем в Орджоникидзе домой. Посмотрим, что тут вечерняя набережная.
Чё ты? Не знаешь, куда ехать? Вечерняя набережная Коктебеля. Собака, собака. Собака не злая. Фу, ну так, люди есть, да. Куда не едем? Пешком можно. Доски сюда разложили. Добрый вечер. Как делишки? Можно попить мне прохладненького? Так, чтоб мне взять в баночке. Что есть? Манго-маракуйя. Манго, апельсин. Манго-маракуйя? Это что манго-маракуйя? Кола такая? Да. Ну давайте. Попробую. Сколько? 12. А можно без той-то мелочи. Ха. Все, депозит открыт.
А? Депозит открыт. Да-да-да. Добрый. А. Прикольно? Да. Это вот кола делает, да? Фу. Вечернее включение из Коктебеля. Мусорку надо найти и выкинуть. Бутылку. Что-то урн нету здесь. В этой стороне. Не вижу урна. Где урна найти? Ха, капец. Там урны есть, а здесь нифига, блин, нету. Вообще нету, ля. Ни одной урны нету. Куда ж выкинуть ее? Ха. В этот рюкзак. Ага. Капец. Нету. Фух. Давай уже езжай. Блин, реально нету. Урны нету. А где выкинуть можно? Придется сейчас в этот рюкзак. Вообще нету. Не вижу нигде. Придется в рюкзак кинуть пока. Сейчас здесь встанем пока. О! Пока в рюкзак кинем пустую. Сейчас надо уже свет будет подключать. Сейчас поднимемся. Деления. Что там, никого нету вверху? Вроде нету.
Ну что, заедем, не? Тащим, 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 не сдаваться! Не сдаваться! Затащили. Затащили. Фух. Еще поехали, там дальше где-то включим уже освещение. Фух. Все, движемся в сторону Тихой бухты. Гамак натянули. Будут чилить в гамаке. Фух. На подъемчик идем. Хух-хух-хух. Футболочки даже сейчас. Да сейчас, да, сейчас градусов 20, 28, где-то 27. Особо температура сильно не упала. Днем было 31. Сейчас, я думаю, где-то 27. Всего лишь на 4 где-то градуса упала. Да, уже все, сейчас уже пойдет. Постоянно такая температура. Жаришка. 30, 31, 32. Фух. Собака бегит. Или не бегит. Не. Спит. Собака спит. Фух. Да, в Коктебеле тоже так уже народу потихоньку прибавляется. Ну, как я и как бы говорил, как бы смысл ехать на море, допустим, с семьей, если море еще не прогрелось. 20 это еще так. Особенно вот детям, женщинам, вот они ж воду холодную не любят. А когда вода 22 уже, 23, 24, вот тогда уже они, как бы это для, в основном уже считается вода нормальная, теплая, что заходишь и классно, а не так, что зашел быстро и вышел. Так что да, все ждут, пока прогреется море. Мало кто едет в начальных числах июня. Это если отпуск там и разбит на несколько там периодов, месяцев, то так да. А так в основном люди стараются на 10 дней, на 12-14 дней ехать уже так, чтобы именно и покупаться нормально, и отдохнуть так именно нормально.
Ну, есть просто молодые приезжают на, ну, в начальных числах июня. Или те, кто без детей, так надо включить освещение. Сейчас подключим. Ой. А так смысл ехать в начальных числах? Нет смысла. Коктебель вечерний. Редко, даже когда хороший сезон был вот там и 15-й год, и 16-й, ну, в общем, каждый сезон, который вот был до этого вот года, каждый сезон он начинался более-менее только с 15 июня. Люди смотрели погоду, море и только потом ехали. А так смысла нету ехать, когда еще море холодное. Так что, грубо говоря, сезон только начался. 18 июня. Ну, видно уже, да, что и в Орджоникидзе уже поприезжали туристы, и в Феодосию, и в Коктебель. Видно уже, что начали уже ехать. Вот на вот поездах многие проезжают с Москвы, с Питера, там, с других там городов. Хоть и долго ехать, но люди наоборот высыпаются в поезде, им вообще в кайф, что можно в отпуске выспаться. Ну, правда, ты на вот море приезжаешь, ты наоборот стараешься раньше встать, там меньше спать, чтобы и на море загорать, и покупаться, и куда-то еще поехать. Ну а те, которые в поезде едут даже вот сутки там в поезде ехать, наоборот, лег себе, поспал, встал, еще там попил чайку там по телефону туда-сюда там, потом опять лег спать, и все, раз, и уже ты на море. Так что поездом с одной стороны классно, что ты можешь спокойно лечь, выспаться. Самолет — это самолет. Понятно, что пару часов и ты уже здесь на море. Ну и то, что поездом долго, это с одной стороны хорошо. Так, ладно. Сколько у нас тут километров? 37 уже. Уже начинает темнеть. Время у нас почти 9. Ну, нормально. Приедем домой, будет минут 15. Сейчас заснимем вечерний Коктебель. Ох, красота, ляпота.
Красота, ляпота. Всякая машкарня тут летает. Сюда вот нырнем на нижнюю тропу здоровья. Тропа здоровья называется. Так, где-то тут был спуск. Вот он здесь, да. Ух ты. Ух ты. Тропа здоровья, комары кусаются, собаки такие. Комары, да, это зло. О, трясогусочка. Небольшая трясогусочка. Что там видно? Интересно еще что-то на камеру. О, тут ветер с откуда-то нарисовался. О, забор. Нифига себе, что это они тут поставили? Забор. Ха. Чтоб не ездили, что ли. Ха. Плохо. А, ну чтоб машинами, наверное, туда не заезжали. Так я где проехал, там и машина вроде проскочит. Да, ветерочек. Ну, это хорошо, с одной стороны. Обдувает, хотя вечером не так сейчас и жарко. Не, хотя сейчас я вот в футболке нормально. Что-то тут никого нету. В тихой бухте. Хотя машины там стояли, а ну они, наверное, на берегу все. Палаточки все поставили.
Все, проехали Тихую бухту, едем в Орджоникидзе. 38 км. Нам ехать километров где-то 7. Километров 7 где-то. Фух. Опа. Ух ты. Ух ты. Сидушка высоко сильно. На камень наехал. Так, сколько времени у нас? 5 минут уже. Ну да, тут еще ехать нам минут 10 где-то. 15, здесь 15, да. Горные перевалы между Арджо и Коктебелем. Я эти уже дороги знаю наизусть. Вот я ж езжу в Коктебель летом постоянно. И всегда ж езжу вот этой дорогой назад в Орджоникидзе. Так что я их уже все тут выучил. Ой, 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 что такое? Что такое? Гребем, 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 не сдаваться. Не сдаваться, не сдаваться. Сюда, когда езжу, тоже назад же, когда возвращаюсь из Судака Нового Света, тоже езжу этой дорогой. Все этой дорогой. Да, чтоб не по асфальту. Там, где машины, все это. Тем более вечером. Вечером лучше ездить там, где машин нету. Тем более есть такая дорога вот горная. Горная дорога.
Там на камеру интересно видно вообще хотя бы силуэты гор. Я думаю, еще видно. Можно сейчас свет по ярче сделать. Вот такой вот. Максимальный, да. О, огонь, огонь. Это дальний свет. Фух. Вот я, получается, сегодня выехал в 6:15 с дому. И вот сейчас буду в 9:15 дома. Где-то так, в 9:20 даже. Ну вот и получается, сколько я? 7, 8, 3 часа. 3 часа 50 километров. Ну и то я ж в Коктебеле там кофе пил. Ой, в Феодосии минут 15. И в Коктебеле постоял минут тоже 10-15. Выпил этого холодненького напитка. Фух. Тащим, 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 тащим. Опа. Опа. Все, сейчас последний перевал осталось нам преодолеть. Иху. Опа, опа, ой. Не вырулил. Сейчас, опа. Главное стартануть. А там уже пойдет легче. Оп, 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 оп. Фух. О, выехали наверх. Ветерочек. Ветерочек. Фу, хорошо. Прохладненько так. Спуск. Спуск на трассу. Спуск с горы. Фух. It's my life, it's my drive.
It's my life. It's my drive. Сейчас включим заднее освещение. Так, ну все. До новых встреч в горах и на трассе. А мы погнали домой. А тут уже осталось 3 километра. Так что до новых встреч.